Друзья, добрый день! Продолжаем нашу серию съемок. И сегодня у нас Toyota Estima. Toyota Estima. Давайте пройдемся для начала по кузову, посмотрим, как она выглядит. А далее переместимся в салон, поговорим о характеристиках. И я хочу вам показать, у нее безумно интересный салон-трансформер. Там просто огромное количество функций. Вот такой у нас внешний вид. Вот так вообще, да, на какой-то космолет похожая машина. Ну, это такой хороший конкурент, на самом деле, Альфарду. Она, конечно, меньше немного, но, в принципе, достаточно. Машина тоже серьезная. Сейчас я вам все покажу. У нас здесь есть интересные моменты прямо у нас в салоне. Итак, мы нажимаем на кнопочку старт, которая у нас присутствует, и смотрите, у нас появляется панель. Панель приборов у нас сразу появился тахометр, спидометр, как вам видно. Так, давайте покажу. Ну, видно, да? Угу. Магнитола, значит, здесь не родная. Здесь у нас присутствует климат-контроль, управление коробкой, все просто. Здесь различные у нас бардачки, подстаканничек, соответственно, пепельница. Два бардачка у нас, один верхний, другой нижний. Мультируля у нас здесь в этой комплектации нет, но вообще он присутствует. Также бывают электродвери с управлением на панели, но здесь их нет. Они, в принципе, также открываются с брелочка, но в этой комплектации либо можно с брелочка, либо, соответственно, рукой открывать. И, кстати, у нас здесь еще есть прикольный один бардачок. Спереди он прячется. Вот такой вот. Да, сюда тоже можно там телефончик, какой-то барахлишко скинуть. А теперь давайте к самому интересному. Мы переместимся к пассажирам. У нас тут очень интересно, особенно что касается третьего ряда. Сейчас все увидите. Итак, смотрим. Значит, второй ряд. Вот именно в комплектации, где присутствует 7 мест, а не 8, то есть вот эти места раздельные, есть очень интересный фокус с третьим рядом. То есть третий ряд, его можно спрятать. Да, вы не ослышались. То есть вот этот третий ряд, его можно прям убрать в багажник. И, соответственно, второй ряд можно двигать как полностью вперед вы можете отодвинуть и открыть полностью пространство багажника, да, так и, в принципе, назад можно отодвинуть и практически лежать. Но мы к этому дойдем. И давайте начнем с того, что я покажу, что умеет второй ряд. Здесь есть очень прикольные штуки. Подножки вот такие вот, да. То есть раз и два. Представляете? То есть вы легли, да, опустили сиденье. У нас получится его опустить? Не получится. Одной рукой снимать и опускать неудобно. В общем, опустили сиденье, отодвинули назад. Допустим, где она у нас двигается? Так, это у нас не то. Сейчас покажу, что это. Вот, отодвинули назад, опустили сиденье, и вы можете с кайфом лежать. Помимо этого, здесь смотрите, что присутствует. Здесь есть вот такая вот штука. Смотрите. Вот она. Мы можем двигать сиденье влево и вправо. Представляете? То есть можно вот так раз, два подвинуть. Ну, то есть, я так понимаю, это сделано для того, чтобы, когда человек будет садиться на третий ряд, это было удобнее делать. Ну, либо вы просто хотите как-то переместиться и расширить проход между вторым рядом, соответственно. Вот. А теперь давайте перейдем на третий ряд. Но мы зайдем из багажника. И я вам покажу, в чем фокус здесь. Тут очень интересный фокус. Так, сейчас мы его откроем. Оп, открыли. Смотрите, значит, здесь у нас такая система. Вот за этим фальш-полом скрывается ниша. Смотрите, вот так мы ее убираем. Ее порой не очень удобно доставать, но это можно сделать. Убрали мы вот эту вот нишу. И что мы видим? Мы видим здесь огромное пространство. Ну, во-первых, это
по сути, багажник, да, огромный багажник, который можно использовать по прямому назначению. Плюс к этому, смотрите. Так, здесь главное не перепутать. Так, здесь, по-моему, надо вот сделать сначала вот так. Да, мы опустили раз эту сидушку, а теперь мы ее тащим, и она у нас прячется вниз. Ну, круто же. Вы это видели? Так, давайте со второй то же самое проделаем. Как раз опустили, дернули за вот этот рычаг, и все. И мы спрятали третий ряд. То есть, в принципе, мы можем сейчас положить вот этот фальшпол сверху сюда, закрыть, и у нас получается просто гигантский багажник. Но мы также можем сделать что? Можем взять вот это сиденье, где оно у нас там двигается. Так, вот эта штука. И, соответственно, отодвинуть его назад и полноценно уже сесть. То есть я сел, опустил сидушку, свесил ножки, да, и, в принципе, у меня очень много места, я себя прекрасно, комфортно чувствую. Вот, смотрите, относительно вот этого сиденья, где я нахожусь. А здесь у меня еще пространство для багажника огромное. Я считаю, в этой машине это сделано, реализовали, ну, очень круто, на самом деле, на высшем уровне. Вот. А это сиденье, допустим, мы можем, кстати, его... так, машинка немножко грязновата, за это извиняюсь, не успели еще почистить, хотелось поснимать. Мы можем вот так ногой, раз, ее толкнуть. И смотрите, да, у нас тут, ну, полный трансформер, на самом деле. Также, я уже, кстати, в багажнике ползаю, то есть, чтобы вы понимали. Оп, опять же нажал и толкнул. Вот. У нас получился очень большой багажник. Залез я через дверь, вылез через багажник. Получилась вот такая вот картинка. По мне это просто гениально. Наверное, в Альфарде, кстати, такого не хватает. Так, кстати, а куда здесь спрятана запаска? Вот это вообще интересный вопрос. По идее, она наверняка должна быть здесь, но здесь некуда. Здесь у нас же фальшпол, и по идее места не должно хватить. Она у нас, по-моему, где-то сбоку спрятана. Если мне правильно подсказывает мой мозг. Так, давайте заглянем. Да, смотрите. Я, извиняюсь, камеру перевернул, но чтобы вы понимали, вот она у нас запаска спрятана, получается, с пассажирской, ой, с водительской стороны. Ну, здесь у нас, в принципе, все просто. Здесь у нас прячется домкрат, инструменты, да, для того, чтобы, ну, домкрат, как всегда, чистенький, аккуратный, как будто их в Японии вообще никто не трогает. Там все приезжают, наверное, по вызову и меняют колеса. Вот, вот такая вот штука. Ну, можем, в принципе, обратно сейчас. Оп, 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 чик, чик, поставили мы третий ряд. Так раз, подняли и натянули. Все. А теперь вот эта вот штучка просто закидывается. Все достаточно просто делается. Давайте заглянем теперь под капот. Друзья, ну вот я решил вам показать подкапотное пространство. Здесь все, в принципе, просто. Вот такой вот моторчик спрятан. Все очень укомпоновано, все чисто, аккуратно. В принципе, машины эти достаточно ухоженные обычно. Вот что я вам сегодня хотел рассказать про эту Эстиму. Больше подробностей я, естественно, приложу к ролику в субтитрах. И, в принципе, вы можете перейти, вот сейчас выскочит справа вверху ссылочка, посмотреть Альфард. У нас есть выпуск про Альфард, про MZG, про максимальную комплектацию. Вот такого вот поколения первого, как вот сейчас вы видите посерединке. И у нас следующее видео, скорее всего, будет это вот такой Альфард, 20-й кузов, это второе поколение, начиная с 2008 года. Так что ждите, ставьте пальцы вверх, лайкайте, пишите ваши мысли, подписывайтесь обязательно на канал. Мне очень приятно читать ваши изречения и приятно, когда вы все-таки оцениваете, ставите лайк, как-то хвалите. Ну и даже если негативите, в принципе, это пережить тоже можно. Спасибо. Всем пока.